Египетская картошка, израильская морковь, китайский чеснок, а зелень – зелень из Илора. Вот такое разнообразие сельхозпродукции царит сегодня на рынках Абхазии. За местные огурцы, помидоры и петрушку потребители готовы переплачивать, лишь бы свое с витаминами из родной земли. Хотя, по идее, местный продукт должен быть дешевле. Нет надбавки на транспортные расходы и таможню, но нет. Абхазские овощи в таком дефиците, что стоят аж вдвое дороже своих заморских товарищей. И только с зеленью ситуация совсем другая. Укроп, петрушку, кинзу, лук и несколько видов салатов мы поставляем еще и за границу. На данном участке это Илори. Вот здесь у нас расположено 12 теплиц. Вот посажены культуры 7. Вот перечислять: это руккола, это мизуна, это петрушка, это укроп, это шпинат, значит, там лук. Из собранного урожая у нас уходит 50 на 50. 50 уходит на рынки Абхазии, вот, 50 мы вывозим на ближайший к нам, как говорится, Сочи, да? Вот, на рынок Адлера. Около 5 тонн зелени в год собирается на этом участке, по 2 килограмма с квадратного метра теплицы. От семечки до взрослого, готового к употреблению растения, укроп проделывает путь в 45 дней. Это летом. Зимой это время увеличивается до 3 месяцев. А все потому, что эту пряность в Абхазии выращивают в самодельных теплицах. Если бы она росла в высокотехнологичных, нового образца теплицах, то это время можно было сократить вдвое. Но, как рассказывает Алексей Покручин, новые теплицы – дорогое удовольствие, поэтому пока приходится довольствоваться самодельными конструкциями. Уже существуют технологии, они достаточно отработаны, да, то есть это в первую очередь отапливаем, это в первую очередь с подсветкой, это вентиляция там и так далее, и так далее. То есть если мы на данный момент с квадратного метра собираем 2 килограмма, да, то если мы будем иметь теплицы современные, которые с компьютерной диагностикой, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями, это будет до 5 килограмм. Здесь уже опробовали и высококачественную пленку для теплиц, и новейшую систему капельного орошения. На других полях Ачимчирского района также планируется опробовать новое оборудование. Например, вот этот голландский комбайн для посадки и сбора картофеля. Это комбайн, который как бы убирает, сортирует, очищает. Значит, 4,5 тонны бункер, ну и, соответственно, высыпает транспорт. Она практически уже готова для того, чтобы выйти на рынок. Имеется в виду, это овощная продукция. Этот комбайн рассчитан на обработку 50 гектаров земли. Как рассказывает Джемал Эшба, этого хватило бы для выхода на российский рынок, так нуждающийся сегодня в импортозамещении. Но чтобы запустить машину, нужны специалисты. Сейчас, по словам агронома, как раз проходит обучение персонала работе на комбайне. В этом будет работать 12 человек. Вот. Мы считаем, что и средний уровень заработной платы, который планируется, да, вот, получается в районе 30 тысяч рублей. В Ачимчире есть еще один голландский агрегат – поливочная машина, которая также пока не используется. В Илор ее привезли для возделывания земли, богатой песком, и поэтому требующей постоянной поливки. Но финансирование проекта неожиданно прекратилось. Так и осталась дорогая техника в чистом поле. Ее не пользуются, но охраняют, потому что надеются, что сельское хозяйство в богатом водой и плодородной землей селе не умрет. В нашем селе уже на сегодняшний день 20 гектаров теплиц. В нашем селе 10 тысяч корней яблонь, которые с 2013 года тоже финансирование прекратили и находятся в плачевном состоянии. Весь мир, вся Европа, Запад, они ушли на 50 лет, впереди нас идут. Мы пока еще работаем дедовским методом. То есть лопата, тоха, коса. Те, кто сегодня имеют непосредственное отношение к земле, уверены, что без помощи государства наращивать сельскохозяйственную мощность не смогут даже вполне благополучные хозяйства. Но если фермеры будут получать субсидии, дотации и другого вида финансирования, то смогут местной продукцией заместить импорт не только на абхазском рынке, но и на российском. Марианна Котова, Науран Квап, Абаза ТВ.